Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире будничный Суперпрайм. Не пропусти, главное. И мы его ведущие Дмитрий Аргунов, Александра Салих. И хотелось бы обрисовать для начала тему нашей сегодняшней передачи. Сегодня в ней участвуют наши старые знакомые, люди, которые неоднократно были на наших предыдущих передачах. И речь сегодня пойдет о принципе заморозки, скажем так, строительства в центре города. И раскрыть вот эту тему нам сегодня поможет наша, пусть и малочисленная, но, как они говорят в тельняшках, компетентная аудитория. Здравствуйте. 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 Виктор Николаевич, все началось с пресс-конференции, которую вы провели в начале 20 ноября 2015 года. И там же вы предложили объявить мораторий на застройку центра города Якутска. Давайте напомним нашим телезрителям основные положения вашего предложения. Очень интересное предложение. Коротенько, минут на 40, да? Да, коротенечко, минут на 30 можно спокойно, да, поскольку у нас сегодня... Да. Ну, исходили, во-первых, база для таких предложений. Это предвыборное обещание народного депутата Федорова. Я процитирую их, да? Обеспечить жителей города Якутска гаражами, автостоянками, упорядочить расположение торговых и иных общественных центров, исключение точечной локальной застройки. Я депутат города Якутска по одномандатному Поярковскому округу. Это центр города. Ну, вот почитаю программу, а как исполнять свои обещания? Где располагать гаражи, где автостоянки, где упорядочить торговые объекты, где делать зоны рекреации. Понятно, что плотной застройки строительство не позволяет на сегодняшний день реализовать эти обещания. Предвыборная программа мэра города Якутска Николаева Асена Сергеевича, март 2012 года. Доработать генплан города Якутска, ввод моратория на точную застройку центра города Якутска. Ну, совпадают, да? Мы стали анализировать территорию города Якутска. Вот Ирина Дмитриевна не даст соврать. Территория землепоселения у нас 13 500 га. Центральная часть, о которой мы говорим, это Лермонтова. Да? То, что мы говорим, нужно остановить застройку Лермонтова, Сергеляхское шоссе, Кулаковского, Хабарова, Чернышевского, Федора Попова, опять Лермонтова. Это 654 га земли. 5% территории города, землепоселения города Якутска. 20 минут на велосипеде. Да. Объехать. На велосипеде, да, на машине тоже 20, наверное. Больше, 40. Больше, хорошо. Больше. В этой части, на этой территории проживает 30% населения города Якутска, 40% школ со средним индексом наполнения 1,5. Самый высокий индекс наполнения по 5-й школе 3,5. По проекту там 300 мест, а учатся 1200 учащихся. 40% детских, 34% детских дошкольных учреждений. Тоже по моему округу там коэффициент заполняемости 1,5-2. То есть группы переполнены так же, как и детские, так же, как и школы. 50% каменного жилого фонда находится в этой территории. И только 2% деревянного жилого фонда. Проблемы этого округа. Ну, практически отсутствие технических условий при введении новых объектов. Линии перегружены, инфраструктура не позволяет дальше развивать нашу инфраструктуру. Вторая проблема. Ну, многие квартала, тоже 136-й, 140-й, сформированы еще в советское время, и там, ну, был генплан тоже в советское время, и он был сформирован, но тем не менее мы по этому генплану туда сажаем объекты. Или там был трехэтажный, четырехэтажный, двухэтажный дом, ставим 18-этажный дом. Ну, вопиющий пример — это угол Дзержинского и Пояркова, да, там 18-этажный дом строит фирма. А там до этого нельзя было пройти, там внутри детская площадка была такая небольшая, 2 общежития Богатырева. И как к нему будет подъехать, я не знаю. Центр у нас — это рукотворные пробки. Это торгово-развлекательный центр Тоймада. По нормативам там положено иметь порядка 400 мест парковочных. Там, дай бог, 70 будет. Рукотворная пробка в районе мэрии. ЦУМ, проспект. Ну, там тоже должно быть. В ЦУМ 240-300 машиномест. Проспект 240-300 машиномест. Их нету. Это мы говорим только по торговле. Плюс жилье многоэтажное. Рукотворные пробки. Не обидно смотришь. В прошлом году улицу Ярославского сделали. Много средств истратили. 4 полосы. Из них 2 полосы стало. 4? Парковки. 4. Я вообще всегда насчитывал там 2 полосы.
После реконструкции? И после реконструкции тоже. Ну, поскольку там паркуются все по Да. старой привычке, да? Да, да. Это, то есть 2 полосы уходят под парковку, остальные стоят пробки на хорошей дороге. Зачем хорошие дороги? Ну, такая проблема. Плюс ко всему, конечно, останавливать надо застройку на месте детских площадок, на месте каких-то пустых площадок. Мое мнение, там у нас все-таки, сейчас я скажу цифру на память, не буду надеяться, 125 деревянного фонда, 125 домов деревянного фонда в этом околотке, из них 70 аварийных. Ну, то есть будет сноситься по программе ветхого аварийного жилья. Их можно снести, ничего не строить не надо там. Это будет тем резервом, где мы можем расположить гаражи, детские площадки, рекреационные зоны. Вопрос реконструкции у нас очень остро стоит, городского канала, первого кольца. Его тоже нужно прочистить, благоустроить, охранные зоны обеспечить. И вот эти охранные зоны могут являться тоже под использованием, под рекреацию. Вот в строительном округе наши жители предлагали вот эти зоны использовать под прогулочные для собак, да? Сделайте там, говорит, такие, да, они же все равно нельзя там ничего строить. Вот такая идея. Вообще, само явление точечной застройки, оно когда появилось, вот, на ваш взгляд? На мой Да, взгляд? на общий взгляд. Вообще, так ли она мешает, либо в некоторых случаях и помогает, а, Ирина? Ну, наверное, я прокомментирую этот вопрос. На самом деле, что такое точная застройка? Это когда все-таки наш город исторический. Давайте не будем об этом забывать. Город, который развивался поступательно, Поэтапно. в разные, да, поэтапно, в разные исторические периоды разные районы города появлялись. И понятно, что когда город развивается, то какая-то часть его, соответственно, устаревает. Да? И вот как раз вот, или, например, стечение такое, что город, например, начинает реконструироваться, центральная часть, а какие-то вот, Виктор Николаевич же об этом как раз говорит, что в центральной части у нас все-таки сегодня 2%, да, осталось ветхой и деревянной застройки. То есть это, грубо говоря, те места, где как раз, точечно вот и решались задачи, да, точечно решались задачи. То есть когда появляется место оптимальное, где можно поставить объект, вот решение, как принимается. Понятно, что это проекты, понятно, что это и генеральный план, нужно думать, значит, что можно разместить, допустим. Давайте вспомним, буквально совсем недавно наш город принял мораторий на строительство на местах, где пожары проходили. То есть я вот считаю, что предвыборные обещания Виктора Николаевича и Александра Сергеевича, да, в какой-то части, очень даже неплохо выполняются. Например, вот мораторий на то, чтобы строить там, где были пожары, у нас принят в городе. И я думаю, это плюс, это как раз к тому, что мы от точной застройки постепенно уходим. Да? Плюс, значит, точные объекты появляются, когда не продумана изначально планировка. То есть не было планов каких-то определенных. Раз, вот, например, дом пришел в какое-то состояние, да, тоже за этим же нужен и мониторинг, и нужна инвентаризация. То есть, например, у нас сегодня, когда Виктор Николаевич говорит о моратории на историческую часть города, да, вообще вопросы поднимать надо, Виктор Николаевич, где же все-таки у нас историческая часть, какими границами она обозначена. Что касается нормативно-правовых актов, у нас в правилах землепользования и застройки 2 таких территории обозначены на городе. Да? Это старый город номер 1, 3 территории, да. И старый город номер 2, который, мы уже не раз, Дима, у тебя на передаче обсуждали, вообще наши депутаты в курсе, жителей города. Охранная зона номер 2 – это заложенная часть, да? Об этом мы говорим. Да. Там мораторий у нас тоже объявлен. Например, вот в той части у нас охранная зона выявлена, есть нормативный правовой акт в виде правил землепользования и застройки, где мы уже в соответствии с этим НПА не строим, да? То есть приняли подзаконный акт. Вот. Что касается других территорий, да, тут сложно сказать. Вообще город, поскольку исторически, сегодня многие поднимают вопросы. Вот буквально на той неделе, Виктор Николаевич, мы встречались даже с рекламщиками. Да? Даже рекламщики задают такие вопросы. Нам нужно город наш разделить на какие-то территориальные сделать. То есть есть, например, совсем уж историческая часть, которая принята. Да? Есть, например, проспект Ленина, который характеризует, например, сталинскую эпоху. Да? Есть улицы Дзержинского, Ярославского, которые характеризуют, пусть даже не очень хорошего качества архитектуру, но все-таки это пласт исторический, это первые хрущевки, да, и действительно, почему бы там какую-то часть, может быть, исторического облика не сохранить, да. Затем появляется советский период, это улицы Лермонтова, как раз вот то, что Виктор Николаевич говорит, Пояркова, наше современное время, когда мы все двухэтажки, вот совсем недавно же центр города был деревянный, да, перестроили сегодня, массово крупнопанельное домостроение. Да? То есть вот каким-то образом районировать, и тут, когда мы говорим об облике города, даже я говорю, вот рекламные кампании, они задаются вопросами, нужно же подходить в зависимости от того, в каком районе, да,
какие мы планы строим. Например, если говорить о рекламе, ну немножко отошла от темы, но, например, рекламщики, и я с ними совершенно согласна, говорят о том, что нельзя одинаковые требования выдвигать, например, в пригородах города, да, и в центральной части. Если мы в центральной части говорим о том, что надо снять все баннеры сегодня с объектов, чтобы они не нарушали архитектурный облик, и сделать вместо них очень качественный подход к рекламе, то, например, в пригородных поселках порой это одно из самых ярких пятен, когда мы баннер какой-то вывешиваем. То есть здесь нужен такой подход территориальный. Своего рода такая потемкинская деревенька, да, маленькая? Ну в нет, смысле, но подход должен быть территориальный, и я думаю, что вот в части вот как раз той пресс-конференции, о которой Виктор Николаевич говорил, да, мне кажется, нам как раз пришло время вот говорить об этих территориальных районах, где мы могли бы уже нормативно-правовыми актами через Якутскую городскую думу принять какие-то вот границы этих районов и уже конкретно на них, например, говорить о том, как нужно сохранять, что нужно сохранять и вообще как дальше действовать. Я знаю, почему все начали с центра. Давайте приведу обычный пример. Сеть коммуникационная, канализационная, водопроводная и так далее. Она рассчитана, допустим, на плотность там, энное количество, допустим, квартир. Да? И сейчас я так думаю, что центр города нагружен процентов на 400, если не больше, да? Скажем так. И я задаюсь вопросом, Саша, к примеру, когда вот эти сети просто перестанут, ну, скажем так, функционировать дальше? Когда они просто полопаются, поэтываются и так далее, и так далее. Всё всплывет. Ввиду насадили. Елочку мы собрали, здесь рукав, там рукав и так далее. Ну, согласитесь. Для этого есть все-таки служба эксплуатации городского хозяйства, которая ведает этим хозяйством. И 60-х годов хозяйство. есть ресурсоснабжающие организации, которые имеют свои инвестпрограммы, которые также об этом думают, так же, как мы с вами. Да? И предполагая то или иное строительство, понятно, вот по тех условиям, по тем ресурсам, которые вообще, ну, по емкостным ресурсам, да, насколько потенциал нашего города сегодня, ну, отвечает требованиям, и сколько еще нужно сетей там дополнительно строить, об этом, конечно, люди задумываются. Все-таки это же основа основ инженерной инфраструктуры. Здесь вопрос, мне кажется, немножечко в другом. Да? Все-таки А как отцы города? Вот скажите, новые сети в центре вообще когда строились? ну, канализационный коллектор у нас совсем недавно вот мы реконструировали. Очень много, вот да. я вспомнил. По Дзержинскому, Да, когда я да, рассказывал да. на передаче по радио, он такой страшный был. И действительно, года 4 назад республика выделила большие средства, Да. и там был ремонт капитальный вот этого канализационного коллектора. Это основной коллектор, который в центре идет. Вы заметили, на улице появились такие ежики, эти радиаторы? Да. Это же охлаждают, именно сделано для теплообмена и сохранения температурного режима вот именно в тех шахтах, где идет канализация. Они идут вдоль Кулаковского, 9-й школы, спортшколы, вот этот околоток, они весь... Возле моего дома стоит такой. Да, и вот этот участок весь реконструировали, вспомнил я, да. Реконструкция идет. Потом третий канализационный коллектор у нас планируется. То есть, в принципе, да, вот что Ну, касается центральная часть, это тоже же расширяется. Если мы, например, говорим о центральной части до залога, то сегодня посмотрите, как залог развивается, да? Туда нужно тянуть сети, Да. соответственно. Вот третий канализационный коллектор как раз должен обеспечить водоотведение в заложном районе. А там сегодня мы знаем, что частная застройка. Вот, и понятно, что у нас по генплану и по правилам землепользования там переход на зону уже 6 на многоэтажную. Да? И очень много мы видим сегодня, А наблюдаем. как вообще вот это сочетается? То есть застройка активная в районе улицы Крупской там, и так далее, да, многоэтажных домов. И вот те принципы, которые вот, вы говорите, сохраним исторический облик залога. Вот, как раз, Дима, ты очень хороший вопрос задаешь. Я-то как раз и говорю, что должны быть четкие границы. Вот Виктор Николаевич сегодня обрисовал границы прямо до улицы Лермонтова. Да? Ну, трудно сказать, что мы могли бы вдруг взять мониторинг, объявить полностью и сказать, давайте вообще ничего не будем строить. А с другой стороны, все-таки для того, чтобы вот такие, как это, и, ну, допустим, мораторий – это серьезная вещь, да, она должна быть оценена. Нужно провести инвентаризацию, нужно конкретно очертить границы, да, и уже конкретно выходить Проекты на какие-то... планировки просмотреть, Да, все, которые на какие-то показатели. утверждены. Вот. Что касается центральной части, у нас ведь все проекты планировки уже разработаны, они утверждены. Почти, Да? И у нас, вот смотрите, Виктор Николаевич, те 2% ветхого и аварийного жилья, о которых вы говорите, да, это, слава богу, не такое многочисленное количество двухэтажных деревянных домов. Давайте конкретный пример рассмотрим. Это улица Лермонтова, по которой мы сегодня активно строим. Да? Ну вот кто сегодня скажет, давайте не будем строить, давайте вот. Хотя, Виктор Николаевич, могу привести пример. Буквально совсем недавно у нас проходили публичные слушания по 23-му кварталу. Да? Это Если человеческим, 23-й квартал. за Новоникольским храмом. Ага. Вот мы Да, тогда да, вместе я с читал их, историками, да. да, с историками, опять же, все-таки добились того, чтобы
инициаторы этих, строительства многоэтажного жилого комплекса все-таки оставили в покое наш сквер. Да, Сквер, да. который мы планировали, он у нас всегда был в правилах землепользования. И люди, самое главное, вообще стали в последнее время очень активно, они ходят на публичные слушания. И вот с таким именно как-то социальной ответственностью сами люди говорят о том, что да, надо сохранять скверы. Вот что касается скверов, я считаю, их нужно, может быть, немножко слишком вот сказано, что давайте вместо всех двухэтажек скверы сделаем. Да? С Почему одной скверы? стороны, это Стоянки. сложно. Да? С другой стороны, сохранить хотя бы, Виктор Николаевич, то, что у нас сегодня есть. Например, конкретные примеры. Да, улица Курашова напротив Дома профсоюзов нового. Да? Вот там, где у нас... Нужные вещи магазин. Да, Кинотеатр нужные центральный вещи, за да. ним, да. Там Да. же мы все-таки прямо по проекту планировки у нас стоит сквер и автостоянка. То есть вот как раз вот этот двухэтажный жилой дом, слава богу, вместо него ничего сегодня не планируется. А что касается тех объектов, которые появляются, здесь немножечко ремарочку, может быть, в сторону предыдущей Да, власти. это Все-таки, понятно, да, это беседовал по с Дзержинского главой. это уже давно выданные разрешения на Да. строительство. Эти объекты действительно, приняты В немножечко. в районе развлекательного комплекса Европа тоже там было выдано. Да? Вот раз вы говорите, Фараон? там все, да. Да. Вы сами назвали эту фамилию. Да, я назвал. Да. Дима, вы же ошибаетесь. Ферояну-то как раз разрешение-то не было выдано. Почему сегодня о сносе мы говорим? Потому что там человек вообще без разрешения на строительство начал строить. Но это уже просто нарушение, понимаете, закона. Так В он и городе сейчас это строит, как, по-моему. как Потому что здрасте. Там же не происходит. приехали, как, допустим, сиротский Сегодня- квартал, да, бульдозеры, и не начали разравнивать. Еще приедут. У нас сегодня это дело, вот Евгений Андреевич подтвердит, в прокуратуре. Там действительно уже занимаются органы, то есть там выявлен факт незаконного строительства. Это факт. Это факт. Это Но факт. работа будет такая продолжена, да? Может, расскажет наша Гордума как-то? Конечно, Ну. эта работа ведется. Все материалы переданы в прокуратуру. И все незаконные строители будут наказаны. Все, Это все, уже все. факт. Ну, думаю, большая часть. Товарищи, Кто не сможет товарищи узаконить. отцы города, я обращаюсь к вам, не иронично, а абсолютно, поскольку вы один из тех, которые решают градостроительную политику. Да? Назовите еще больные точки нашего градостроительной политики. Где еще прорвется такой нарывчик, подобный тому, что возле Европы? Но у нас сейчас другие есть проблемы и другие нарывы. Как все знают, с 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы переходим на односменность обучения в школах общеобразовательных. А у нас не хватает школ. Мы в 2 смены еле, как говорится, улаживаемся. Чуть ли не в 3 в некоторых. Да, и сейчас будет финансирование федеральное, а у нас нет земли. У нас на территории города Якутска всего по 3 школы. Так, Ирина Дмитриевна? Всего место по 3 школы. И при необходимости какой? При необходимости. Ну, больше 10. есть по-моему. место под 3, а нужно больше Около 10, да. Больше 10. Больше 10, по-моему. Как город будет Это решать? новые Да. места, да? Да. Понятно, Новые что места. Мест нету. дело Негде в том, строить. что у нас все-таки, не устаю повторять, город исторический, он уже сложившийся, он имеет, как сказать, то, что мы сегодня имеем, да. Земли фактически нету свободной. Вот как Евгений Андреевич сказал, свободной земли для того, чтобы взять просто и построить школы, детсады, да, или какие-то социальные объекты, в городе практически нет. Поэтому сегодня мы в тех проектах планировки, которые у нас утверждены, конечно, предполагаем реконструкцию, то есть снос какого-то там ветхого аварийного жилья, по большей части даже и индивидуальных жилых домов, для того, чтобы обеспечить город социальными объектами. И эти проекты планировки, слава богу, прошли у нас все процедуры необходимые, они утверждены. Постепенно город должен планировать, у нас закладываются ежедневно средства на выкуп таких земельных участков. То есть постепенно, во-первых, проходит процедура резервирования, все земельные участки зарезервированы, но понятно, что это болезненно, это же все через бюджет проходит. Механизм же иногда буксует. Вон домик возле моста-то торчит на Дежнево, который хозяин не согласился, скажем так, по Механизм согласительной будет комиссии. буксовать до тех пор, пока есть право частной собственности. Оно есть. Мы от Слава этого- Богу, что он стоит. Да. Оказывается, закон-то действует частной собственности. Его Да. не снесли. Закон частной Человеку собственности предложили действует. достаточно средств. Он отказался. Теперь город занял позицию, сиди там. Ему ничего не разрешено. И эта позиция вполне нормальная. Я был за границей, скоростное шоссе по городу идет. Давайте мы продолжим наш разговор после обязательной нашего блока рекламы. Буквально через несколько минут. Мы продолжаем. И тема мораторий на застройку центра города Якутска.
исторического центра, я бы сказал. Да? И тут все равно мы сначала немножко по окраинам пройдемся. Пример тот, когда вы привели, что закон о частной собственности работает. Вот торчит там хибара, да, Имеет возле право. моста. Да. Не- Мужику предлагали 12 миллионов, насколько я знаю, да, когда рассматривали. 8-12, где-то так. Да, 8-12 миллионов. При стартовой там чуть ли не 6 миллионов, да? Ну, Отказался. 3 миллиона. Второй пример. Возле вот этого Чалбона тоже такой же домик стоял. Там должны были коммуникационные линии пройти, да? Мужик там, не знаю, домовладелец соглашался, не досогласился. Канализация обошла его. Канализация Его просто не обошла подключили. его, он стоит. Ну не украшает он, вот как говорится, Таких да? примеров, Дима, Старые множество, валенки да. старика Рамуальдовича стояли в углу и воздух отнюдь не озонировали. Вот как будет выглядеть вот тот же, скажем так, не очень Не эстетический вид старика Румалдича, а А. дворника Тихона. залога, рядом с теми новостройками, которые еще раз. На самом деле, действительно, вот в условиях рынка, да, в сегодняшних условиях, очень сложно развивать города. И очень большое значение в этой части имеет как раз градостроительная документация. Вот мы, у нас в окружной администрации сейчас очень плотно работаем с многофункциональным центром, да, и самый главный вопрос, спорный, это предоставление земельных участков в соответствии с земельным кодексом, там, где люди имеют объекты, здания и сооружения. Да. Земельный кодекс гласит, преимущественное право имеют собственники зданий и сооружений. Имея градостроительную документацию утвержденную, у нас сегодня есть все основания отказывать. То есть нельзя приватизировать землю на той территории, где город завтра предполагает какое-то развитие. Да. К сожалению, очень много уже приватизировано. И мы сегодня из-за этого как раз и сдерживаем развитие города. Если бы все-таки управление развитием города, ведь это на самом деле очень сложный вопрос. Как управлять и как развивать город вот в таких условиях, когда действительно и застройщики хотели бы что-то делать, но все время сталкиваются с тем, что земля начинает в 10 раз дороже там, в оборот входить. Да? И в то же время город не может себе позволить тоже что-то развить, если, простите меня, все в частной собственности находится. Поэтому здесь вопрос очень сложный, но тем не менее сегодня он решается за счет как раз вот того, как люди находят это, баланс, как люди находят общий язык. Отменить Договорные частную отношения. собственность, Почему? Застройщик? Нет. Шучу. Ни в коем Давайте случае. мы послушаем телефонный звонок, который у нас телезритель на прямой связи. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, говорите. Я слушаю вас. Мы вас слушаем. Добрый день. Да, здравствуйте. Я по поводу целесообразности проведения общественных слушаний. А что с ним? Вот такой пример. Здесь Курашова 8, раньше тут Курашова 8 дом стоял. Построили дом. До этого провели общественные слушания, на котором вынесли решение, что дом строить нельзя, потому что он противоречит градостроительным нормам. Тем не менее, дом стоит. Построили. Есть ли смысл в проведении этих общественных слушаний? Ага, я понял ваш вопрос. Не проводятся ли эти общественные слушания про формы ради галочки? Так я понял, да? Да. Как раз об этом стоит сказать, пожалуй, потому что, во-первых, публичные слушания – это требование федерального закона. Мы сегодня не имеем права вообще что-либо планировать, не учитывая интересы как раз собственников, например, да, не учитывая интересы жителей города. То есть любое развитие города, оно должно быть все-таки с учетом интересов большинства, потому что есть вопросы очень спорные. Опять же, приведу пример. Буквально когда мы на той неделе провели публичные слушания по 62-му кварталу. Да, я хотел И прийти. очень, вопрос к теме нашего Опять же, сегодняшнего. человеческим языком, 62-й квартал, это что? Это напротив Я знаю свой 69-й квартал, да, и все. напротив магазин Туймада через бывшего дорогу. магазина Запад, Туймада. Да. В эти дворы. Сегодня Ленина топка, да. 44-46. Номера я не знаю. Орджоникидзе 42, 49, Орджоникидзе 49. ВТБ банк, Академия За наук. ВТБ вот банком, всё. да. Значит, Там, где Сережа Зверев. это квартал такой небольшой, он Точно. всего 2 га. Вот. И в свое время в середине квартала предполагалось два высотных здания. Да? Один дом построен, Дelsковский, вот этот, Там одно, там много. 9-этажка. Да? На самом деле, Виктор Николаевич, когда разрабатывался этот проект, по сути, по нормативам все проходит. Как Что касается наших нормативов, да, оно все проходит. Вот.
По факту мы понимаем, что нормативы в какой-то мере, наши российские нормативы, Их давно пора менять. давно пора не то чтобы Не, а менять, город же тоже будет, это же реструктурировать. да? предельный норматив, мы можем более принять. Есть предельный норм, Да. а можно принимать меньше. Вот с Да, этим, можно Виктор меньше. Николаевич, По-моему, это согласна с городской вами, думе да. надо будет То отработать есть, смотрите, эти вот варианты. мы как раз сегодня Минус в этой части и работаем. Да, да. Нельзя говорить, что если предельная этажность 16 этажей, то человек имеет право строить только 16 этажей. Это предел, но мы 5, наоборот, 6, да, 8, да. совершенно согласны, Виктор Николаевич, с вами, что нужно как бы умерять аппетит, но Ну, по-разному бывает. экономика Да. И вот, требует, чем выше, смотрите, тем по дешевле. 62-му кварталу вопрос-то какой? Уже третьи публичные слушания проводятся по строительству многоуровневой парковки. Да. Вместо жилого дома. Да? И здесь мнение жителей все время делится. То есть вот если... У кого есть машина, у кого Да, нет. первые, допустим, публичные слушания года 3 назад, по-моему, проводились, когда люди говорили категорический запрет этих многоуровневых парковок. Да? Вот на эти публичные слушания обратились сами жильцы. Они принесли нам в управление архитектуры заявление за подписью 70 человек. И что вы думаете, на публичных слушаниях произошло? Эти жильцы, которые письмо написали, не пришли, а пришли противники. И опять у нас разделилось все. То есть вот такой баланс. Да? Здесь, я считаю, очень важно прислушиваться все-таки к людям. Сегодня, во-первых, жители не готовы морально к строительству многоуровневых парковок. Вот к нашей теме, да, Виктор Николаевич, все-таки как нам убедить людей, что... Избавиться от гаражей. Нет, убедить людей все-таки переходить на строительство многоуровневых парковок, механизированных стоянок. Люди еще не готовы, задают вопросы, а сколько будет минут, ну, простите, там моя машина спускаться, а не буду ли я там стоять полчаса, значит, ждать, а не Не, сломается ли этот механизм. А К этому покатать? люди морально еще не готовы. Поэтому, ну что говорить, вот эти публичные слушания действительно пока мы не готовы там к строительству. На самом А деле, по- да, по вопрос- публичным случаям- вопросы парковок и гаражей, да, это один из самых таких Животрепещущих. животрепещущих и Острых. острых. Но тут, как мне режиссер говорит, очень интересный вопрос ожидает. Они вы не, пропал звонок, да? не Всё. ответили человеку-то. Он спрашивает, что публичное Да, слушание? имеет- Публичные слушания имеют имеют рекомендательный характер. И Рекомендательный глава может характер, но прислушаться. сегодня я могу привести пример. Вот я работаю 9-й месяц, да? У нас сколько публичных слушаний очень резонансных прошло. Значит, улица Каландрашвили. Когда вместо детского сада инициаторами, значит, было изъявлено желание строить жилой дом. Отклонили, потому что люди встали и сказали: нет, мы хотим детский сад. Я считаю, это очень важно. Публичные слушания сегодня действительно имеют силу. Окружная администрация прислушивается к мнению людей, и решения все-таки принимает с учетом жителей. Наверное, тогда вот я А по 200, извините, перебью. по Курушеву А вот 8. мы с вами бились, а по 203-му-то почему не приняли мнение А населения? потому что тогда... Мы же с вами вместе ходили. и Может, Да, тогда Виктор не, Николаевич. не те какие-то общественные слушания были? Вот, да? Вот, можно об вот этом в чем говорить. вопрос. И Публичное как, слушание как и по когда шло? Курашову 8, да? По-моему, их надо как-то более формализовать и более организованно проводить. Потому что вот те, кто собирает подписи, уверен, там 5 человек инициаторов было, пробежались по соседям, принесли. Те не пойдут 70 человек остальных. А люди, которых задел за живое, что здесь займут место, действительно в этом 63-м квартале что-то строить, я не представляю как. Туда Конечно. на машине заехать. Вот едешь в ВТБ банк, заедешь во двор, там даже на машине встать негде. Где собираются многоэтажку строить? Я не понимаю. И жители не понимают. А там, знаете, Виктор Николаевич, очень просто. Меня там обвинили немножко в предвзятости. Дело в том, Ну, что я сама нормально. живу в этом квартале, да. И там в нашем дворе стоят просто обычные металлические гаражи. Они просто заставлены весь квартал, понимаете? Если То есть убрать... вместо этих гаражей Да. можно построить более Если компактные. убрать все эти Только ваш металлические... квартал, Ирина вот Дмитриевна, это Ну и есть такое, многие да. другие. и этими многие самыми другие, гаражами. да. И Вот гаражи этот это вопрос я бы хотел Вот. немножко подробнее остановиться всех присутствующих сегодня в этой студии. Что будем делать с гаражами, которые Ну, на давайте. самом деле, кроме разрушившихся сетей, да, являют на самом деле большую даже беду, чем вот эти самые нефункционирующие сети. Вот наши Что с ними делать? Да вот сейчас помощники наши, когда делали по этой карте анализ, то написали, в этой центральной части, о которой мы говорим, 3960 металлических гаражей установлено, из них 1390 установлены как законно. Годовой контракт с управами подписан. Ну, это страшное дело. Когда был взрыв газа на Петра Алексеева 4/2, да? Там же была опасность, если был пожар, пожарная машина не могла подъехать. Там Из-за вокруг, гаражей. вокруг дома стоят гаражи. Жители подошли ко мне и пожаловались. Я направил запрос в управу, но те ответили, денег не дают, как обычно. Но все равно будем решать вопрос. Это очень серьезный вопрос. Они мало того, что их много, они еще не позволяют, не обеспечивают безопасность и занимают столько места. Ну, и что там лежит? Вернемся к гаражам прямо сейчас, после того, как тут телезритель наш опять на связи появился. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Да. Вы знаете, я вот жительница рабочего городка.
И хочу такой вопрос задать. Почему у нас в рабочем городке одни строятся торговые центры? Вот сейчас даже к ДСАФу, по-моему, опять магазины строятся. Кругом. Незаконно. Почему не строится у нас вот по Бестужево-Марлинской дробь 1 в ограде пустует место. Здесь летом делают мойку для машин. А места много. Старый двухэтажный дом стоит, не сносится, страшный, вот напротив рынка. И почему для детей ничего здесь нету в рабочем городке? Вот где старая баня стоит, почему бы там что-то не сделать бы, детское какое-то, ну, чтобы дети ходили, спортом занимались. Не все же могут в город ездить. Все в центре, а рабочий городок вообще заброшенный. Раньше что-то было у нас здесь бассейн, ходили дети в бассейн, клуб какой-то задрыпанный, но был клуб. А сейчас-то вообще ничего нету, одни торговые центры. Вот как вы на этот вопрос ответите? Ну, я, Ну, наверное, насколько я владею информацией, вы не узаконили этот пристрой к ДУСАФу до сих пор? не скажу по этому вопросу пока ничего. Но я владею информацией. Это собственность одного из депутатов Якутской городской думы, который во времена Юрия Владимировича Заболева построил там без всяких документов самострой. Я предлагаю протокольно это отметить все-таки и разобраться с этим вопросом. Он давно назрел и перезрел. Но это Хорошо, наглость Виктор. просто. Что касается развития рабочего городка, конечно, у нас, как я уже говорю, проекты планировки, проекты межевания утверждены. И вот, по-моему, речь идет все-таки о 31-м квартале, да, Евгений Андреевич? Там у нас планируется договор о развитии застроенной территории. Вообще на тех территориях, где у нас двухэтажные жилые дома, да, деревянные, программа переселения из ветхого аварийного жилья рассчитана таким образом, что под программу попадает только два дома. Да. Если есть два дома, тогда туда можно на эту территорию запустить застройщика. Застройщик, вот благодаря тому, что эта программа в действии, получает площадки свободные, да, и потом другие дома сносит уже за свой счет. Это очень хороший такой механизм, когда договор о застроенной территории позволяет реконструировать территорию. Но понятно, что это время, нужно время, потому что люди, конечно, торопятся, хотят быстрее. Планы есть, проекты есть. Но это немножко не в тему нашего, скажем так, нашего сегодняшнего разговора, да, касаемо центра города Якутска, моратория на застройку. Да. Пусть будет, но все равно, раз людей волнует и задали вопрос, почему бы не ответить. Вернемся к нашим коняшкам, гаражам, то есть. Да? Года 2-3 назад была кампания по вывозу всех металлических гаражей. Куда-то там. Да их периодически, 2-3 раза в год. Периодически, да. 2-3 года их 2-3 волны увозят, было. привозят. Да, увозят, привозят, кто-то там оспаривает, через суд там доказывает, Да, да. то, что незаконно увезли там, и так далее, и так далее. Вообще, в будущем, вот мы не прямо вот с сегодняшними, скажем так, заботами жить, да, а взглянем хотя бы лет на 5 вперед, там 10 вперед, да, что с ними делать в плане перспективы? Здесь как раз вопрос, мне кажется, знаете, от чего зависит. Вот сегодня мы, да, у нас есть места для размещения металлических гаражей, мы туда их вывозим, да, но если мы видим, что двор такой же неблагоустроенный остается, если мы видим, что там не появляется каких-то, тех же, допустим, не знаю, многоуровневых парковок, детских площадок, озеленения, да, то рано или поздно эти металлические гаражи обратно возвращаются. То есть я считаю, что это зависит от того все-таки, как мы начнем реализовывать. Или, например, вот что касается моего двора, да, вот если бы там построить, вот, мы не знаем, вот Евгений Андреевич был, например, против, да, если бы или два есть выхода, или благоустроить этот двор, сделать площадки, да, детские, все, ни у кого рука не поднимется, понимаете, туда металлические гаражи поставить. Или же действительно, вот как Виктор Николаевич, скверы какие-то, да, возвести. Но это зависит от кого? Бюджетного финансирования у нас, к сожалению, на скверы, не так много, да, как хотелось бы. На благоустройство дворов, кстати, год благоустройства в этом году объявлен. Да, я думаю, мы сейчас будем какие-то очень хорошие планы у нас по вовлечению жителей, потому что все-таки от бюджета очень мало зависит. Нам нужно вовлекать предпринимателей, собственников этих жилых домов, ТСЖ, да, для того, чтобы благоустраивать наши дворы. ТСЖ, дайте землю людям. Вы же тут, Согласна, Виктор я уже Николаевич. рассказывал эту Да. историю, когда вот я был депутатом Якутской городской думы, мы выделили приличную сумму денег, чтобы оформить земельные участки для каменных жилых домов. Так оформили от жадности это только под периметром дома. А вы знаете, Виктор Николаевич, Помните, что люди-то да, сами не хотят. Вот есть... Нет, я это- закончу мысль, да, чтобы телезрители, 600 таких дел оформили, а жители согласились оформить только одно. Вот. Это здание, которое было аварийным, потом его снесли, и земля уже пошла как торг.
Нужно землю-то выделять людям. Ну, если ты сделали ТСЖ, дайте им примыкающую территорию с детскими площадками, с парковками. Ну, вы А понимаете, зависит это, да. Виктор С местом для Николаевич, от выгула людей. собак. То есть мы говорим о местном Конечно. самоуправлении. Да. Вот это, и вот я предлагал же девиз какой-то, ну, для года благоустройства или для города. Центр города надо не застраивать, а благоустраивать. Благоустраивать. Вот на 5-10 лет взять, приостановиться, осмотреться, где есть свободные площадки, начать благоустраивать. Вот и вся идея. Выкорчевать пеньки и так далее. Да. Прежде чем мы приступим, скажем так, к углубленному изучению нашего с Виктором Николаевичем общего прошлого школьного, да, звонок нашего телезрителя. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Давыдов Дмитрий, я житель дачного района Хатанурях. Я бы хотел такой вопрос задать. Мы, жители Хатануряха, нас половина города Якутска, мы отдыхаем, поправляем здоровье летом на Хатануряхском шоссе. Но у нас дорога развалилась, мы вынуждены дышать пылью и грязью. Когда у нас будет асфальтовое покрытие на Хатануряхе, на Хатануряхском шоссе? Насколько я знаю, объездная дорога стоит у вас в плане капремонта, да? Да, объездная дорога стоит у нас в этом году. Позже, Алло. наверное. Да. Мы уже отвечаем, вернее, тут уже да. отвечают. Да. Речь идет об объездной дороге. К сожалению, вот на сегодня скажу сразу, что на внутри, квартальные дороги. Да, средств не Проезд. предусмотрено. Там же частный... Тем более частный сектор. Да, тем более Нет, частный да, все-таки объездная дорога стоит в плане, да? у нас? Стоит в Ремонт плане. объездной дороги. Да. А вопрос задает житель по Хатануряхскому шоссе, не стоит пока. По Хатынуряхскому, да. Да. Ну, такая очередность. На Но все-таки 16-й объездную тоже год надо нету. делать. Нет, Хатынуряхского нету. Нет, Пока нету, да, но все равно Да. всем надо 16-й что-то год решать. нету. Оно же в некоторых участках вообще в ужасном давайте состоянии. радоваться каждому звонку, что каждый, кто-либо, у кого есть активность какая-то, да, проявляет ее, пусть слегка, говорю, как бы не в тему Хатануряхской мы не рассматриваем же, мы рассматриваем центр города. Да? Еще раз, когда вы, Виктор Николаевич, учились в школе и так далее, проспект Ленина был такой же, да, примерно, за редким исключением. Ну, не было полярной звезды, там были деревянные строения какие-то и так далее. Когда вы учились в школе, он был примерно таким же. То есть идет речь о сохранении проспекта Ленина в том виде, каком он, не в начале 20 века апеллировать, да, а хотя бы к 60-м, 70-м годам. В каком виде он был в 70-х годах, в период расцвета, как Саша Дьяконов говорит. Да. Да? К концу советской власти, Да. скажем так. Давайте его сохраним примерно, Как памятник. да, как памятник, хотя бы для нас. Ну, Об да. этом, да, мы неоднократно говорили. Очень жалко, что историков сегодня наших коллег нету, да? Да, не смогли. Вообще признание объектов историческими, оно тоже очень сложный вопрос. Вот сегодня у нас в городе Якутске официально только 37 памятников, 20 республиканского значения и 17 местного значения. Да? Это очень мало. Вот. Те научные работы, которые мы сегодня ведем, совместно с историками, с архитекторами, где-то порядка 60 у нас есть реестр составленный, да, который необходимо признать. Этим занимается Министерство культуры. И вот Саша Дьяконов, Общество охраны памятников истории и культуры. Они сегодня активизировались вообще последние годы. И мы с ними очень надеемся вот как раз на совместную работу по концепции охранной зоны номер 2. Да? Да, ну они Да. задавали вопрос, что в Министерстве культуры, да, такой отдел есть, вот там всего 2 человека на Всего всю 2 республику. человека, да. Поэтому на уровне республики, наверное, я буду ставить вопрос об увеличении численности данных специалистов и чтобы более активизировать работу по сохранению Это исторической обязательно памяти. надо. Да. Я Это к чему актуально. проспект Ленина? Да, вот зияет окнами уже, скажем так, 27-й дом, да, по проспекту Ленина, в котором, я так думаю, если реконструировать вот это здание как сохраняющий облик, архитектурный облик того времени, да, то нужны обязательно государственные вливания. Ведь частный инвестор, если придет, он скажет, ну, куда я дену вот этих, скажем так, жильцов, которые до этого Минимум были 12 прописаны. этажей Да? попросим. Минимум 12 этажей Я тут попросим. сразу да, могу Но тут прокомментировать. государственная поддержка обязательно нужна. Во-первых, решение уже принято. Да? Решение принято, что на этом месте не будет жилого дома. Это факт. Во-вторых, значит, этажность не более 6-7 этажей. И в-третьих, самый главный принцип – это сохранение облика. Да? Сохранение облика. Может быть, мы уже сегодня получили эскизные проекты от архитекторов наших, провели там небольшой закрытый конкурс на данное здание. Здание офисно-делового характера. Вот. И облик, понятно, что не буквально, но часть какая-то будет сохранена. И о сохранении облика и еще о многом другом, о котором нам предстоит узнать после рекламной паузы. Прямо сейчас. Мы продолжаем тему моратория на застройку центра города Якутска, исторического центра. И у нас с вами
Говорите, вы в эфире. Да, наш телефонный звонок и микрофон. Алло. Да-да-да, говорите. Алло. Так, уже говорить, да? Да-да-да. Мгм. Добрый вечер. Вопрос главному архитектору. В рамках года благоустройства какие работы планируются по водоотведению в районе Залога? Спасибо за вопрос. Вообще по залогу у нас в этом году был объезд. Мы обсчитали смету. Там пока понятно, что залог, как я уже говорила, мы планируем в будущем переводить на многоэтажное жилье. Да? Сегодня по залогу где-то порядка 7 миллионов мы разработали небольшой проект. Вот. Эти деньги, к сожалению, в бюджете пока не заложены, но будем поднимать вопросы и дальше, потому что в течение года, год благоустройства, я думаю, на такие вопросы мы будем особые акценты делать. Спасибо за вопрос. Все-таки залог, да, все-таки. Евгений Андреевич, меня очень волнует тема садиков и школ. Скажите, пожалуйста, вот планируются какие-то новые школы, потому что невозможно вот 2 смены у детей, и большая часть деток на наших происходит вечером, и в 2 смены учиться некомфортно нам. Ну, как я говорил ранее, с 2016 года планируется переход на односменность обучения. Но я думаю, город Якутск не сможет перейти с 2016 года, но в ближайшее время есть такая вероятность. Школы будут новые строиться по программам государственно-частного партнерства. Плюс есть такой вариант, как строительство пристроев к существующим школам и строительство надстроев. Ну, это, естественно, там, где позволяют возможности здания конструктивы. То есть в 2016 году мы уже будем переходить на односменное Ну, начнем, но В я думаю, мы не 17-м, перейдем. наверное. Якутск Будем в 16 году реалистами, не в перейдем. В 17-м, да, Да. начнем. И в 17-м не перейдем. Ну, скорее Сразу всего, вам да. говорю. Ну, начнем. То есть мы, родители, можем выдохнуть в 2017 году, и наши дети будут нормально обучаться с первой Ну, смены. будем Нет, надеяться. нет. 17 все, года думаю, нет. начнете только выдыхать. Начнем. А Вдыхать процесс выдыхания будет длиться Да. 10 лет. достаточно долго, наверное. да. Достаточно. Срок длительный государственно-частного период. партнерства 10 лет. 10 лет. Да. ГЧП. Ну да, республиканцы, в том числе в прошлом году наш комитет принял такой хороший закон о государственном частном партнерстве. С этого года он пошел реализовываться очень плотно. Мы по республике провели конкурсы, я член конкурсной комиссии, в том числе в Министерстве экономики. В Чурапчинском, Вилюйском, Татинском улусах строятся детские сады, школы в Хангаласском улусе по государственному частному партнерству. Что это такое? Частный партнер строит социальный объект, школу или детский сад, заканчивает ее, начинает эксплуатировать. И государство у него в течение 7-10 лет потихоньку начинает выкупать. Такая программа сейчас реализуется по городу Якутску. 12 социальных Да, объектов. 12 социальных объектов. В четверг было заседание, мы рассмотрели первый пакет. Сумма 7,5 миллиардов рублей объектов. 12 объектов, это детские сады и школы. По такой программе сейчас пойдет город Якутск. Спасибо, Виктор Николаевич. У нас звонок. Говорите, вы в эфире. Алло? Алло, здравствуйте. Говорите. Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос, если речь идет об устройстве центра, да, я услышал, что автовокзал переносят на территорию аэропорта, да, и вместо автовокзала что будет строить? У меня вот такой вопрос. Но вопрос пока открытый. Действительно, вопрос переноса автовокзала обсуждается на уровне правительства Республики Саха-Якутия. В течение этого года мы должны этот вопрос решить. Вот. Ну и понятно, что если автовокзал будет переведен в районные аэропорта, то сразу возникает вопрос, что же на территории автовокзала. Так что пока мы этот вопрос, конкретного решения нет. Вот, собираем предложения сейчас от структур, ведомств. Да, будем думать. Это республиканский объект на самом деле. В инвестиционной программе Республики Саха-Якутия некоторые суммы заложены по нему. Движение пойдет. Но я думаю, с точки зрения города было бы правильно, если возможно, это здание использовать дальше, если невозможно, то использовать под те цели, которые мы с вами говорили. Возможно, сквер, возможно, гараж, возможно, сквер. Детский сад или что-то в таком роде, да? Было бы хорошо посмотреть. Будем думать, да. На самом деле, конечно, район этот очень такой интересный. Да, у нас там и территория городского канала. Будем Вообще думать. шикарная идея. Да. Продайте 1000 мелочей под гараж. Они построили магазин 1000 мелочей, опять там стоянок, штук 20, да? Им положат 400. Вы купаете здание автовокзала, строите многоэтажную парковку, мы вам подписываем акт ввода. Нормальный подход. То есть легкий такой шантаж, да? Почему шантаж? Норматив СНИП требует от них Еще 350 раз, парковочных мест. по поводу СНИПов и так далее, скажем так, я поддерживаю Ирину Дмитриевну, что те СНИПы и нормативы
вернее, большую их часть, да, которые сейчас действуют, их давным-давно пора немножко пересмотреть. Ну, Так, это мы город- можем говорить, но пересмотреть, да, конечно, надо, но, к сожалению, ну, не то чтобы, к сожалению, все равно это действующие СНИПы, и мы с ними живем. ну, Закон что да. дышло. Не, о том, что мы говорили, действительно, они же дают максимальную плотность, но мы можем Да. на уровне Якутской городской Местных, думы да, эти нормативов. местные нормативы принять. Мы встречались на прошлой неделе с Сан Санычем Савиновым, с рабочей группой, был представитель архитектуры, был представитель Якутской городской думы, Сан Саныч Савинов, председатель Якутской городской думы, провел, и мы запланировали, насколько я знаю, да, Сергей Евгеньевич, Евгений Андреевич, извините, на первое полугодие следующего года просмотреть все планы, Местные нормативы местные градостроительного нормативы и внести проектирования, да. соответствующие изменения. Да, будем работать вот Да, в этом уже плане работаем в этом совместно. направлении. Да, это очень важно. Если центр, скажем так, заморозится, да, в плане строительства многоквартирных домов, там, соцгульбыта и так далее, Нет, соцгульбыта нет. где вся вот эта движуха, она получит развитие? Ну, она сегодня уже активна, вот за улицей Лермонтова, если вы знаете, Жизнь в тоже районе продолжается. Демиина, да, там у нас уже договора о развитии застроенных территорий заключены, работают наши местные подрядчики, плюс у нас планируется все-таки 2, 4, 17 квартал с китайскими партнерами, да, то есть у нас и район Вилюйского тракта, в общем, достаточно много районов, где также ну, динамично у нас продолжает развиваться. Еще, кстати, необходимо ответить и район радиоцентра, то есть вот Пресловутый Алан Холленд? за Олон-Холлендом, 65-й квартал, вот сегодня там очень много жилых домов строится, за ЕГСХ очень много жилых домов. Автодорожный. А что по Автодорожный. многострадальному Алан Холленду все-таки? Олон-Холленд, сегодня планы есть, туда зашел на эту территорию Северо-Восточный федеральный университет со строительством учебно-лабораторного корпуса и общежитий. Также у нас технопарк, уже реальные планы, да, Виктор Николаевич? IT-парк, да, Да, по тоже есть в технопарку. инвестиционной программе. Вот. где И есть. также сейчас обсуждается очень активно вопрос строительства Конгресс-центра главы республики. Вот. Поэтому вот как раз на месте того зеленого дома и очень интересный эскизный проект. Мы вообще к концу года Он не планируем. согласится. Да, пока планируем к концу года открытый градостроительный совет, вот такой итоговый, да, с Александром Сергеевичем. И мы эти проекты все опубликуем в открытом доступе. Да вот еще жители правильно говорят, давайте договоримся, уже хватит в центре строить торговые центры. В Москве же на окружную дорогу, ребята. На объездную вы заасфальтируйте, ну пусть там строят торговые центры. Правильно? За 101 километр, да, чуть ли не. Как мега, да. За Ну, 11 а в километров. центре города вы создаете только проблемы. И если ты строишь, ну, придется подтянуть и коммуникации. Совершенно согласна, Виктор Николаевич, тем более у нас как раз так вот и запланированы наши проекты планировки. И если, я думаю, что всем надоели пробки в центре, я думаю, что всем надоели перебои какие-то с горячим, холодным даже водоснабжением центра. Выше второго этажа не Я поднимается, думаю, да. что всем надоели нехватка мест в тех же объектах соцкультбыта, да, в детских садах и так далее. Хотя тут говорят, что по детским садам виден уже конец очереди. Да? Ну, будем реалистами, скажем так, еще года 3-4 нам как бы в этом отношении придется повоздерживаться, да? скажем так. Да? Все-таки нужно проявлять большую гражданскую сознательность, большую гражданскую активность, активно участвовать в обсуждении проектов на вроде вот того, который предлагают народные депутаты наши, совместно с городскими властями. И все-таки решать, что делать нам с историческим центром города Якутска. Спасибо.